Всем большой привет, друзья! Пятница, 13 декабря. Температура минус 9 градусов мороза. Ветерок, ну, в принципе, нормально. И у нас сегодня опять день живца. Немножко незапланированный. В принципе, не хотел было уже поднимать, но надо. Надо, потому что завтра, уже сегодня вечером выезжаю в город Сыктывкар. И надо поднять наши ловушечки. Чем мы стоим? Давайте пойдем потихонечку. Потихонечку пойдем по сугробам. После Влада уже кто-то здесь ходил, немного потоптал. Видать, ходили на рыбалку. В общем, помните, да, в последнем ролике я поделился с вами приятной новостью, что мне пришла лицензия на приобретение оружия. Хотел, и тоже с оговоркой, то, что если успею. К сожалению, я не успел. Созванивался, ружье отчуждено в пользу государства. В общем, крайний срок был, оно хранилось в Росгвардии. Человек продавал отцовское ружье. Хорошие. Однострел вообще маленький, ИЖ-27, вертикалочка. Ну, немножко не повезло. Сроки были крайние уже. Цену он скинул. Продавал уже за 10 тысяч почти новое ружье. Как говорится, это как раз тот момент, когда дешево и сердито. Прежде чем выписать, заплатить госпошлину на приобретение. Вот смотрите, река до сих пор полностью здесь открыта. Никогда не замерзает, ни в какие морозы. Здесь перекат. Вон мост. В общем, поговорил с человеком, который занимался с ЛРР, с Леонидом. Занимался этим оружием. Я говорю, ну что, платить нет госпошлины-то. Госпошлина 2000, в общем, на получение лицензии. Ну, стоит, не стоит платить. Если 100% вы будете забирать его в пользу государства, то и смысл не заморачиваться. Он говорит, ну ладно, платите, попридержусь, все такое. Не придержал. Лицензию я получил, госпошлину заплатил. Оказывается, он не придержал. Лицензия шла долго. 22 ноября мы начали шевелиться. А крайний срок говорили 5 декабря. А в начале месяца оно уже ушло, было отчуждено в пользу государства. Как-то вот так. Профукали мы оружие, но лицензия на приобретение гладкоствольного оружия у меня теперь на руках, и действует она полгода. Полгода буду, чтобы не пропала лицензия даром, присматривать, в общем, себе ружье до июня месяца. Дай бог, что-нибудь найду, присмотрю. Тоже хотелось бы, конечно, вертикалочку 12 типа ИЖ-27, потому что пятизарядка у меня как бы есть, даже две. ЧЗ до сих пор не отремонтирован. Не знаю, получится, не получится. Если не получится отремонтировать, через 5 лет, вернее через 4,5 уже я буду его сдавать обратно. Тоже же государству. Что оно будет у меня без толку лежать? Кто не в курсе, напоминаю, что на ЧЗ я покупал его весной этой с рук. Сломался курок, который бьет по ударнику. И нигде этот курок я купить не могу. Как-то пытались помочь мне подписчики с Казахстана, с Латвии. Но так как ружье снято с производства ЧЗ-712 Magnum, ничегошеньки не получается. Запчастей на это оружие нет. Вот такие вот дела у нас с оружием. После того, как мы поставили эти ловушки, Влад на следующий день, наверное, или через день, не помню, уже ходил, отправлял мне видео. Малька Галяна этого речного налетела тьма тьмущая. Что-то около ведра, наверное. Ну, больше пол-ведра точно, без воды это. Ну вот, с 3 ловушек. Вот так вот. Ну, больше пол-ведра получилось.
ты без воды. В общем, нормально попало. Ведра 1,5-2 точно будет. Тут воды мало, сейчас еще воды сюда добавлю. Вон, видно, как не плавает. Он это благополучно доставил до реки по-быстрому. Закинул в садки, в тюрьмы. Что-то себе увез, что-то здесь в одной куре. Оттуда я уже брал, тоже привозил. И теперь хотел я сегодня поднять, чтобы это не замело, не замерзло, ничего. Но позвонили родственники, сказали, что им тоже нужны гальяны. Так что иду просто с проверкой. Забрать гальянов, отвезти поближе к поселку. Кину новых отрубей. И завтра они тоже пополнят свой запас живцов. Тоже рыбачат на палке. Серега с Федором. Вот. И как бы они уже, ну, порешаем сегодня. Или поднимут, или еще оставят, приеду подниму. Скорее всего скажу, что подняли, потому что запас на месяц, наверное, у нас есть, если не подохнут. Ну а если подохнут, закинем по новой. Ладно, нам топать и топать еще. Здесь где-то расстояние до места около полкилометра примерно. Метров 100, наверное, мы уже протопали. Так что скоро дотопаем. И попробуем найти. Снега выпало после того, как мы их закинули, очень много. Полметра, наверное, просто в этом году не было. Потом все закидало снегом. Очень много снега. Вот. Попробуем найти, отдолбить, проверить. В общем, сами все увидите. Так, ну вот мы и на месте. Как мы видим, все замерзло, заметено. Так что придется изрядно потрудиться, чтобы подолбить. В общем, сначала приготовим все лунки, майны, отдолблю. А потом уже начнем по-быстрому собирать мальков. Почему? Потому что, я так думаю, мальков огромное количество. И перевозку они не очень любят, когда тем более плотнячком. Надо все делать быстро. По-быстрому кидаем. Вот 20 и 10-литровое ведро привез с собой. Надеюсь, малька будет достаточно. Влад приезжал, 2 железные ловушки снял из фильтров. Получается, у него 3 фильтра здесь. У меня раколовка. И 5 или 6 пластиковых бутылок 5-литровых. В общем, отдалбливаем все палки. Взял с собой на этот раз камеру Калипсо. Чисто ради спортивного интереса, ради любопытства. Посмотрим подводный мир. И потом быстро-быстро поднимаем и валим. До завтрашнего дня ловушки пока оставляем. Поднимать не будем. Потому что подцепим комбикорма немножко отрубей. И завтра их проверят. Заберут мальков, живцов. И поднимают. Пока на этот год точно живцами будет закончено. День живца 24 года сегодня закончится. Как-то вот так. А там видно будет. Закончится, или умрут, или не будут хватать. Всегда можно будет приехать. Здесь он нескончаемое море. Миллионы, миллиарды этих мальков. Откормленные, жирные, здоровые. Сейчас будем смотреть. Так, давайте откопаем сначала нашу раколовку. Не знаю, мороз не маленький, может быть, раколовку и подниму, чтобы завтра им не мучиться здесь. Оставлю чисто маленькие ловушки. Я так думаю, им этого будет вполне достаточно. Ну, сейчас посмотрим. И чем чаще проверяешь эти ловушки, тем больше живцов. Если долго не проверять, они, видимо, выходят обратно. Бывает и такое. Тоже думаешь, вот долго не проверял, их сейчас будет тьма тьмущая. А хрен
их становится наоборот меньше почему-то. Так что сейчас мы это хозяйство посмотрим и проверим. Так, ну что там у нас со льдом? Сильно замерзло? Да, нормально. Капитально. Но не критично. Так что поработаем немножко. Зато не замерзнем. Снег выпало много. Тонны снега давят на лед. И как мы видим, вон, отдолбили и пошла вода наверх. Сейчас это все зальет слоем воды и будет шлеп-шлеп наледь. Ладно, отдолблю. В общем, все лунки приготовлю и потом будем смотреть уже. Пока выключаемся. Так, друзья, приготовили мы, отдолбили все лунки. Пришлось попотеть изрядно. Оделся сегодня по-легкому, без куртки. Но ветер дует, ветер холодный. Я вспотел, и сейчас не очень-то и жарко, потому что действовать придется очень быстро. Как и договаривались, посмотрим подводный мир этой хорошей речки в камеру Калипсо. Запись включаю. Так, пошла запись. Сейчас мы посмотрим. Лунка уже успела замерзнуть. Так. Что мы здесь видим? А мы здесь ничегошеньки не видим. Так, вот там где-то вдали видна моя раколовка. Где она? Сейчас глянем. Ну, блин, перчатка. В перчатках неудобно. Где раколовка-то наша? Рыбы нет. Опа. Не понял. Вот она, там вроде что-то было. Ну, поворачивайся, вот она. Ну. Что-то она куда-то в сторону ушла. Вот она. Ну, что-то она как-то нелепо выглядит. Вон. Кто-то ее бросил прямо. Раколовку поднимаем однозначно. Проверили и просто бросили. Здесь была майна. Воздушный фильтр. Влад поднял его. Там на большой майне, думаю, тоже поднял. В общем, отдолбил. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 палок. Или 7. Ладно, посмотрим. Некоторые палки тут пустые. Главное, где-то перерубил веревку. В общем, вон, уже лунка замерзла. Так. Вон, здесь у нас попали сразу на нашу ловушку. И как мы видим, в ловушке у нас малек есть. Так что без живца мы уже не останемся. Но он только в ловушке. Рядом его в траве нету. Куда-то рыба вся убежала. Но в ловушке вот его сколько. Это вот такая вот ловушечка.
Да-да-да, сейчас мы вас вытащим оттуда. Так, это хорошо. А рыбы нет. Мальков куда-то ушли. Ну ничего, комбикорму насыпем, придут. Так, здесь у нас что? Здесь вот такая вот растительность. О. О, это что такое? Так. Ну. Поворачивай вот так вот, вот так вот, вот так вот. Как-то она боком стоит. Некрасиво, вот палка. А, малька там тоже, видишь, видим. Малек там тоже есть. Вот его сколько там видно, да? Во-во-во-во-во-во-во-во. Так что, вот. И его здесь плавает сколько, видите, да? Подходят. Малек здесь есть. Так что закинем свежего комбикорму. И его опять налетит. Видите, да, вдалеке сколько его? Огромная куча. Так, здесь рыба есть. Ну как рыба? Голян речной. Живцы. Мальки наши. Я говорю, единственное место, где... Ох, смотрите, его здесь сколько. Ёшкин кот. Вот оно где. Тьма тьмущая. Вон, я же говорил, здесь его миллиарды. Миллиарды здесь его, миллиарды, вон. Огромная стая, вон. Естественно, наша ловушка, вон, битком забита. Битком забита. Сейчас мы закинем комбикорма, и вот с этой стаей, видите, да, его сколько здесь, вон. Вон, как мошкара летом. Вон, огромная стая, вот они. Миллионы. Вот о чем я вами говорил. Неиссякаемый запас гальяна, живцов. Он просто не закончится никогда. Вон, на всей толще воды. Вон его сколько, вон, по всей округе. Вот так вот, там ближе к берегу нету. Здесь, видите, да, валом его. Вон, будем знать где. Палки оставим. Примерно надо будет запомнить. Ага, чуть дальше от берега. И на следующий раз. Так, здесь что у нас? Здесь у нас глубина. Вон какая. Очень глубоко здесь, очень глубоко. Яма уже здесь. Уже яма, и малька здесь у нас не видать. Если вообще тут ловушка есть. Так, крутанем сейчас. Что-то есть, она вниз головой, вон, как-то легла. Неправильно. Она неправильно лежит, здесь навряд ли что-то будет. Вон. По корявому как-то лежит. Очень глубоко, и на глубине здесь рыбы нет. Понятно. Вон, разница-то каких-то 10 метров. Так, здесь мы... Это пустая палка, наверное. Не стал ее долбить даже. Там тоже. Ладно, до туда дойдем, посмотрим. Ловушки там нету, но вон сколько воды уже на льду. Так, смотрим здесь. Здесь я обрубил веревку, тоже придется поднимать. Вон, здесь тоже валом. Вон сколько здесь малька, тоже валом. Огромное количество. Так. И здесь у нас фильтр у Влада. Скорее всего, я так думаю, тоже битком набит. Но мы это потом посмотрим, когда вытащим. Но малька здесь, смотрите, особенно вот в верхнем слое.
Вон, огромное количество. Вон, видите, да? Куча целая. Ясно все с вами. Здесь это мы тоже поднимем. У Влада фильтр. Тем более веревку перерубили. На куске льда там висит. И так будет, наверное, не унести. Так, смотрим здесь. Здесь у нас... Здесь у нас нету. Вон. Ловушки. Вот наши бутылочки. Бутылочки у нас, я так думаю, с живцами не видно. Ну-ка, повернись. А вон мальки тоже плавают, значит и живцы должны быть в бутылке. Немножко, видите, где-то их просто тьма тьмущая, а где-то единицы. Не видать. А разница буквально вон каких-то 5 метров. Так, ну что, предпоследнюю палку здесь, не палка, просто майна осталась. А ловушки здесь нет. Просто посмотрим, рыбу есть, нет рыба здесь. Здесь же кроме всего и окунь, харю, все должно быть. Ёрш должен быть здесь, но его сейчас пока нету. Бывает очень неплохо здесь он ловится. Здесь темно. И гальяна нету. Не зря тогда мы здесь подняли, потому что рыбы здесь у нас не было, вернее живца. Он немножко плавает. Единицы какие-то. Он подходят к камере откуда-то со стороны. Но это ни о чем. Все живцы там, возле берега. Там, возле берега. Ну и тут кочка какая-то, отмель. Здесь тоже хорошо влетела тогда в ловушку. Я так думаю, и сейчас летит неплохо. Ну, давайте глянем, на всякий случай тоже камеру отпустим. В принципе, тут, если пересмотреть, и без камеры видно. Так, вон тут мелко. Рыбы не видать. И самое интересное, в ловушке, что ли, рыбы даже не видать. Странно. Мы это сейчас проверим. В прошлый раз здесь летело хорошо. Короче, давайте выключим. Выключили, наверное, да? И пойдем проверять, где малек есть, там поднимем, ой, оставим. Где малька нет, там поднимем те ловушки. Я думаю, на завтра мужикам и так хватит, что они хрен вынесут. Вон здесь я вижу тоже в ловушках есть. Так что эти бутылки тоже оставим. Вон мальки плавают. Все нормально. Оставим комбикорм, подсыпем, залетят, куда денутся. Все, пошли проверять. Так, начинаем проверку с раколовки. Что-то она как-то очень неправильно лежит. Как-то ее, кто последний проверял, неправильно положили или унесло течением, я не знаю. Или просто она повисла. Ну как-то вообще несерьезно. Вот вся покрыта тинеем. Тинеем, говорю. Нет. Что-то рыба есть немножко, конечно. Но это не то количество, которое должно было сюда залететь. Вообще ни о чем. Чуть-чуть зашло. Не знаю, кто последний проверял.
Он маленький налимчик даже улетел, что ли, да помер. Сейчас открываем, складываем, будем ее поднимать, ничего и оставлять. Понту никакого. Где там налимчик-то? Нет, живой. Вон. Смотрите, какой маленький налимчик улетел. Уплыл. Да, хлебу накидали туда. В общем, хреновенький улов. Вообще ни о чем здесь. Вот. С десяток, наверное, мальков. И все. Для раколовки это пыль. Поднимаем. Видите, какая слабая веревка. Это ни о чем. Замерзло сразу, не успели сполоснуть. Ладно, высохнет, потом почистим. Просто неправильно ее положили, кинули, просто еще последний раз проверял. Вон, еще один малек там затерялся. Иди. Сейчас надо действовать очень быстро. Так, ладно, ванной помоем дома. Эту палку вот так вот бросаем, чтобы отметить лунку эту. Засыпать не будем, и она замерзнет. Замерзнет, будет лед крепкий. Так, ладно, оставляем это, пока пусть так стекает. Пошли бегом проверять остальные ловушки. Тоже возьмем, чтобы сразу не бегать. Этим бекон тоже. Пошли. Так, вторая ловушка. Опа. Так, что у нас тут улетело? Вон что улетело. Интересная ловушка, конечно. Хлебушка закидали. Как-то они странно на весу ее бросили. Подцепим сюда свежего комбикорма. Хлеб хлебом, а на комбикорм лучше все-таки лезет. Вот так вот буквально. Несколько гранул. Интересно, конечно, они ее бросили. Влетело же несколько штук, как ни странно. Так. А здесь что у нас? Здесь тоже ловушка. Немножко тоже влетела. Штук 20, наверное. Так.
Хлеб хлебом. Закинем немножко. А я понял, почему сюда не влетают. Они маленьких дырочек не сделали. Все удивляюсь, как что-то сюда влетело. Тут надо маленькие дырочки еще делать, чтобы запах шел хорошо. Так, смотрим здесь. Ну, здесь тоже немножко есть. Ну, так. Закидываем также немножко, несколько гранул комбикорма. На комбикорм все-таки лучше летят. А дырочки в бутылке делать надо, чтобы запах комбикорма шел везде. И с дырочками лучше залетает. И вентиляция лучше. Так, поехали дальше. Так. Тут вообще пусто. Ни одной неправильно легла. Вот и результат. Здесь у нас воздушный фильтр, который веревка порвана. И надо будет его поднять. Хорошо, что облет закрепилось. Так, это кто-то уже постарался, так что мы этот фильтр поднимаем. Вон в фильтре видим, малька предостаточно. Фильтр отвозим в ладу, наверное. Так, все, сюда уже хватит мальков пока пихать. Потому что была бы веревка, можно было бы закинуть по новой, но с такой веревкой этот фильтр можно будет утопить потом полностью. Так что он такой вот фильтр, это у Влада. Как мы видим, он работает вполне даже очень ничего. Только вот веревку надо Владу. Влад смотрит мой канал. Это говно, а не веревка. Он рвется очень легко. Кто-то уже нашу ловушку проверил и уже оборвал, потому что она на льду была. Я долбил здесь, она была там. Так что все. Одно ведро мы наполнили. Сейчас аккуратненько уберем со льда его. Вот так вот. Так, ладно, пусть пока будет здесь. Хватит, не прыгай, не прыгай, не прыгай, замерзнешь. Так, и у нас еще осталось раз и два ловушка. Две ловушки еще осталось. Так, тут у нас еще, скорее всего, тоже фильтр от
аккуратненько попробуем поднять, чтобы не порвать. Нет, это мои ловушки 5-литровые. Мои 5-литровые ловушечки. Малек, как мы видим, в них есть. Мы их пока оставим. Сейчас наберем чистенькие водички сюда. В 20-ку уже. Чистенькие водички. Так. А что там у нас? Блин, уже примерзл. Вон. Наши старые добрые 5-литровые ловушечки. Сколько? Ну, штук 50 мальков в одну. Сейчас посмотрим. Штук 60, наверное. 70, может быть, другую. Так. Нашел еще одну ловушку. Правда, чуть не провалился. Начал, не знаю, почему она у нас не отмечена была. Но это наша, по-любому, 100%. Вон желтая веревка. Куча льда там. Я там вокруг вот все обошел. Лопатой тыкаю, ничего не нашел. Начал здесь искать, думаю, что-то какой-то бугор сделать. Подошел и ногой провалился в эту майну. Реакция сработала. Так, тут у нас две наши бутылочки. Что тут у нас? Пусто полностью. Вот так вот. Вообще не захотели они, видать, не знаю, как легли. Здесь есть мальки. Здесь есть несколько. Мало, штук десяток. А та, видать, вообще легла. Плохо. Так что сейчас мы это дело перевяжем. И привяжем он к длинной палке. Иначе мы это все дело потеряем. Так, нашли еще одну ловушку. Вот такими палками лучше не отмечать. Лучше отмечать большими, вот такими. Здесь что у нас? Здесь у нас вот такая вот ловушечка. А где фильтр? Так, этих забираем. Комбикорма насыпем. И залетят по новой. Так. Ну вот пока и все. Подсыпаем сюда комбикорм. Не нашли получается, два фильтра ловушки и одну пятишку, наверное. Там два и одну пятишку. Где-то, наверное, или замело снегом, или когда мужики приходили за мальками, перерубили пешней, и она утонула. В общем, опять небольшие потери. Вот здесь еще можно поискать аккуратно. Главное, самому не провалиться. Короче, минное поле сделали здесь. Ладно, все, друзья. Сейчас сюда подсыпаем немножко комбикорма еще. Оставляем это до завтра. Так бы я сегодня, конечно, все это поднял, но мужики завтра приедут, чтобы был запас живцов для всех. Вот. Ну а мы, друзья, сегодня уже вечером выезжаем в город Сыктывкар.
Не знаю, сколько мы там побудем. Дня 3 это точно. Если все нормально получится, приедем на буханки с мужиками. Возьмем с Максихода сани. Новые сани длинные. Надо будет привезти. Я не знал на чем, но на чем. Но я так думаю, с мужиками, с прицепами. Если приедем, то получится привезти. Если нет, будем думать дальше, как и что. Вот. Ну а потом уже с новыми силами, со свежими силами, с запасом гальянов поедем с мужиками на рыбалочку ловить язя, ловить налима, ну, ловить рыбу. Ну, а как это получится и что из этого выйдет, мы, конечно же, увидим, где на канале Коми Рыбак. Так что надолго не прощаемся. Увидимся. Всем пока.